Наш эфир продолжает брифинг Оперштаба по кормозаготовительной кампании в республике. Предлагаем послушать. В начале года у нас план был 457 тысяч тонн сена. На сегодня план выполнен на 59%, то есть 268 тысяч тонн. Сегодня заготовлено. В прошлом году было 370 тонн. Но сейчас усиленно мы занимаемся тем, что работаем с мобильными бригадами, которые находятся в других дальних участках. У нас план, корректированный план сейчас где-то около 40 тысяч тонн мы должны заготовить в дальних участках. План сегодня выполнен на 30%, более 10 тысяч тонн заготовлено сена. В связи с нехваткой республики кормов мы где-то должны будем заготовить за пределы республики тоже или закупить где-то 15 тысяч тонн. Ценам доставка картофеля в труднодоступные поселения республики осуществляется по новой логистической схеме. Восстановление лесных массивов. Всероссийская акция «Сохраним лес» в этом году начинается с Якутии. Новая школа и МФЦ в будущем появятся в селе Бяскёль Горного района. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с жителями села в рамках своего визита. Напомним, сегодня здесь проложили сваи первого дома, которые начали строить на улице Русская. Всего в микрорайоне Кыскил будет возведено несколько домов разных квадратур от 40 до 150 квадратных метров. Коробка первого дома здесь будет возведена уже через 1,5 недели. Сегодня утром строители получили первые комплекты для строительства первых 3 домов. По словам главы региона, все дома должны быть возведены до 15 октября. На сегодняшний день ведутся работы согласно плану оперативного штаба и поручениям главы республики. Практически полностью завершена очистка территории под строительство. Это вывезено более 10 тысяч кубов строительного мусора. Продолжаются работы по планировке. До 25 числа закончатся все работы подготовительного характера, в том числе и выдача рабочей документации. Она сегодня идет поэтапно, работы ведутся параллельно. Вы видите, что сегодня мы уже приступили к забивке свай и вывозу сюда домокомплектов. По поручению главы республики продолжается работа по возмещению ущерба и восстановлению утраченных надворных построек, в первую очередь для скота, чтобы зимовку обеспечить скота. Эпидситуация в Якутии остается напряженной. На 20 августа выявлено 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона выявлено 85 случаев, в Мирнинском районе 7 случаев, в Момском и Чурапчинском районах по 6. 5 заболевших в Аймиконском районе, в Нерюнгринском, Сунтарском и Усть-Алданском районах по 4 случая. По 3 случая в Вилюйском, Алёгминском, Среднеколымском и Татинском районах. По 2 в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Эвено-Бутантайском. В 11 районах республики по 1 заболевшему. Койки, которые у нас существуют, развернуты на территории республики, как в городе Якутске, так и в районах. Значит, непосредственно больницы наши заполнены. Резерв коек есть для того, чтобы непосредственно, дальше продолжать прием граждан, которым положена госпитализация. Необходимо обратить внимание, что для нас сейчас главным – это увеличение темпов вакцинации и, прежде всего, защита наших детей.
Через некоторое время начинают у нас работать детские сады и школы. В организованных коллективах детей должна быть организована вакцинация от гриппа. Учебный процесс с 1 сентября планируется организовать в очной форме на территории всей республики. На сегодняшний день 620 школ готовы к новому учебному сезону, что составляет 96% от общего количества учебных заведений. Об этом сообщил министр образования и науки республики Михаил Сивцев. Он отметил, что отставание от общего графика наблюдается в Кобяйском и Намском районах. Ремонт школы в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района должен закончиться в середине сентября. Учащиеся теплого ключа Тампонского района также в связи с ремонтом школы новый учебный год начнут в помещении детского сада. Следует отметить, что из-за эпидситуации в республике при входе в образовательную организацию будут проводить термометрию. Для разобщения детей организуют разные входы и выходы, а за классом закрепят отдельные кабинеты и аудитории. Также обязательной процедурой остается дезинфекция помещений и обеззараживание воздуха с применением тех циркуляторов, которые были приобретены в прошлом учебном году. Если мы выявляем больного ребенка в классе, либо же мы выявляем заболевания среди наших коллег, работников школ, либо объектов образования. В этом случае вводится на 14 дней, либо если санитарный врач говорит какой-то другой срок, на этот период ограничения по очной форме обучения не на всю школу, а на конкретный класс. Об этом тоже мы всегда говорим. И дети начинают на этот промежуток времени учиться дистанционно. И днем, и ночью полным ходом в период навигации идет работа на площадках Ленского отделения Управления материально-технического снабжения акционерной компании «Алроса». Именно сюда поступает и складируется весь груз для северных предприятий. Объемы поставок в этом году значительно увеличены. На производственной площадке снабженцев побывала Анна Кожевникова. Селитра, цемент, металлоконструкции. Именно на площадках Ленского отделения Управления материально-технического снабжения консолидируется весь груз для предприятия акционерной компании «Алроса», так как Ленск – основной транспортный узел, сюда и зимой, и летом приходят товаро-материальные ценности. В период навигации большой объем груза поступает по реке. В этом году произошло увеличение по сравнению с прошлым на 50 тысяч тонн. По светлым нефтепродуктам, в принципе, цифры плановые, порядка 134 тысяч тонн. Ожидается поступление на сегодняшний день порядка 96 тысяч уже принято на Саханефтегазбыт. По техническому грузу ситуация тоже, будем говорить, плановая. 109 тысяч на сегодняшний день у нас уже переработано предприятием. Это как навальные, так и технические грузы. Большой объем в этом году металлопродукции, поэтому такие позиции, как трубы большого диаметра, металлоконструкции, стеновые и кровельные панели, будут возвращены в товарный комплекс номер 6, то есть металлобазу. Но 90% товаро-материальных ценностей складируются на центральной базе. Основной груз для Ленского отделения Управления материально-технического снабжения поступает именно сюда, на центральную базу. Здесь его складируют и в дальнейшем по необходимости отправляют на северные площадки акционерной компании «Алроса». Всего таких баз 4: центральная, металлобаза, цементный и склад взрывчатых веществ. На период этой навигации был увеличен штат сотрудников. Дополнительно приняты на работу приемоздатчики и докеры-механизаторы. На причале в Речпорту работают сотрудники участка приема и розыска грузов. Осмотр целостности груза, упаковки, само собой его исправность, это уже зависит непосредственно от работников, от наших, от приемоздатчиков, от мастеров. Те, которые работают и днем, и ночью, в зависимости от подхода судов. И, само собой, в случае необходимости мы должны все недочеты или повреждения, которые были при погрузке на судно в Усть-Куте, либо же в Максоголохе, откуда приходит в основном цемент, мы должны это, конечно, сразу же сигнализировать и фиксировать. Работа с Речпортом и автобазой отлажена. Об объемах груза заранее сообщают речникам. По мере его поступления заказывают транспорт на автобазе. Уровень воды в этом году позволяет беспрепятственно работать. Немного подвели пожары. Но в целом ни природные катаклизмы, ни пандемия не повлияли на качество и ритм работы снабженцев. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Якутопторг продолжает доставку раннего картофеля и овощей в труднодоступные населенные пункты арктических районов. Овощи распределят по 32 отдаленным и труднодоступным населенным пунктам. Рейсы будут выполняться из поселка Белая гора с охватом наслегов Абыйского, Алайховского и Момского районов, а также из Среднеколымска с охватом наслегов Среднеколымского, Нижнеколымского и Верхнеколымского районов. Как сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, новая схема завоза дает экономию свыше 400 рублей за каждый килограмм провозимого груза. Это в 3 раза дешевле старой логистической схемы. Поэтому жители арктических районов получат продукцию по фиксированной цене. Как отметил премьер республики, вместе с картофелем водным путем отправили пробную партию овощей и фруктов, которые прибыли в Якутск из Узбекистана. Цена на них в Арктике останется на уровне Якутска. В этом году именно с Якутии стартует традиционная всероссийская акция «Сохраним лес». С 21 августа в Нерюнгри высадят 10 тысяч сеянцев сибирского кедра. Всего по стране этой осенью планируется высадить 70 миллионов деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Подробности у Туяры Константиновой. В этом году организаторы акции «Сохраним лес» вновь делают упор на регионах, особо пострадавших от лесных пожаров. Речь идет о Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской, Тюменской и Челябинских областях, где огнем пройдено уже более 9 миллионов гектар леса. Юг Якутии для старта этого мероприятия в большей степени подходит, потому как понятно, что еще не все проблемы, не со всеми пожарами решены на территории республики. И я думаю, что другие районы по мере того, как эта проблема будет решаться, тоже смогут поддержать и принять участие в этой акции. Наша главная цель – это лесовосстановление. Якутия выбрана неспроста. Именно она в этом году пострадала больше всего от лесных пожаров. Поэтому мы стартуем нашу акцию именно с Якутии. За 2 года высажено более 82 миллионов деревьев. Проект «Сохраним лес» по праву считается одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Принять участие в этом проекте может каждый желающий. Для этого у нас есть соответствующий информационный ресурс, который так и называется «Сохраним лес». На этом ресурсе есть карта, на которой отмечены все места посадок, где будут проходить мероприятия по восстановлению лесов. В Чульманском участковом лесничестве в эти дни начнется масштабное лесовосстановление. Волонтеры, местные жители, работники лесничества высадят 10 тысяч сеянцев кедра сибирского на площади более 2 гектар. Все наши акции сопровождаются инструктажом. Надо отдать должное, что лесничий Нерюнгринского лесничества очень активно ведет такую информационную, я бы сказал, кампанию, призывает всех желающих принять участие, зарегистрироваться там и как бы засвидетельствовать свое желание принять участие в этом мероприятии, дабы можно было лучше лесничеству подготовиться к этой акции. То есть, чтобы и посадочный материал хватил всем, необходимые инструменты у всех были. Также один из ключевых вопросов экологии сегодня – это углеродный след. Для его снижения необходимо высаживать деревья. Именно поэтому мы объединяем в акции «Сохраним лес» государство, общество и бизнес. Работа по восстановлению лесов продолжится до поздней осени. В 85 регионах страны планируется высадить 70 миллионов деревьев. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва. В сквере профессоров в рамках проекта Open лекции состоялось выступление ректора Северо-Восточного федерального университета, доктора биологических наук Анатолия Николаева. Руководитель вуза рассказал о древесных кольцах и о том, как по ним можно судить об изменениях в окружающей среде. Правильная интерпретация древесных колец может позволить заглянуть в прошлое. По словам ученого, между мерзлотой и деревьями существует неразрывная связь. Турнир по дзюдо и чемпионат России по серфингу включили в спортивную программу Восточного экономического форума 2021, который состоится во Владивостоке. Помимо этого, во 2-й раз под эгидой Восточного экономического форума пройдет этап мировой серии по керлингу среди смешанных пар. Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. В спортивную программу также включен чемпионат России по серфингу. Лучших определят в дисциплинах длинная доска и САП – доска с веслом. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.